أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Та'аля обращается к нам, и Он говорит: «Я бани Адама, алла та'буду шайтана, иннаху лакум адуввун мубин». О, дети Адама, о, потомки Адама, ни в коем случае не поклоняйтесь шайтану, ведь он ваш явный враг. И Аллах Субхану Та'аля во многих аятах в Коране, обращаясь, предупреждает нас, что шайтан — это явный враг наш, изначально, который не принял великое творение Аллаха Субхану Та'аля в виде Адама. Аллах создал Адама и повелел поклониться, совершить саджда, земной поклон всем ангелам, но Иблис воспротивился и сказал, что я не буду поклоняться этой куче грязи, я ведь создан из пречистого огня. И Аллах Субхану Та'аля сказал, что ты не свергнись из рая, то есть не свергнись из моей милости, и до судного дня Аллах Субхану Та'аля сделал так, что шайтан постоянно будет ходить среди нас и сбивать нас с пути. Но Аллах Та'аля предупреждает мусульман, тех, которые веровали, говорит, что не бойтесь, нет у него власти над вами. Нету власти, кроме того, как если вы сами не подчинились. И если вы сами подчинитесь шайтану и поклонитесь ему, то в данном случае он собьет вас с прямого пути. Как видим, Аллах Субхану Та'аля очень ясно предупреждает, в каких видах жизнедеятельности человека, в каких ситуациях и в какое время человека может сбить шайтан. Мухаммад ﷺ добавляет к этому своим поведением, своей моралью, нравственностью, доказывая, что как нужно уберегаться от шайтана, и предупреждает своих сахабов. У каждого человека, говорит, что есть свой шайтан. Мой шайтан, говорит Мухаммад ﷺ, принял ислам, уверовал в Аллаха. То есть он подчинился. То есть у него не было, потому что он создан из божественного света. Это показывает того, что Мухаммад ﷺ был законченное творение Аллаха Субхану ва Тааля. Хотя тоже был человеком, но был посланником Аллаха. Был внешне таким же, как и все остальные люди, кушал, ел, ходил по базарам, женился, жил, воспитывал детей, внуков, управлял мусульманами, но в то же время духовно, и не только духовно, а полностью как человек он достиг самого высшего цикла развития человека. Из-за этого говорит, что мой шайтан принял ислам. Он уверовал в Аллаха. Шайтан же Умара ибн Хаттаба испугался, говорит Умара. То есть он был настолько богобоязненным, Умар ибн Хаттаб, перед Аллахом, что шайтан боялся приблизиться к нему. Шайтан, а'уду биллахи минаш шайтанир раджим, говорим мы, он всегда старается внести между нами раскол. То есть он говорит, что пожалейте свое имущество. Имущество жалейте для сирот, для своих родственников, для своих близких, но расточительствуйте, говорит шайтан. Аллах Та'аля по этому поводу говорит: «Инналь мубадзирина ихвану шаятин». Те, которые расточают свое имущество налево и направо, то есть не охраняют и не делятся с теми, с которыми должны делиться, они друзья, они родственники шайтана. Инна шайтана кана ли раббика кафура. То есть Аллах Субхану Та'аля предупреждает, что шайтан был кафиром, он воспротивился Аллаху, и он стал кафиром, начал отрицать некоторые его повеления. «Кульна сджуду ли Адама фасаджаду илля иблиса аба вастакбара ва кана миналь кафирин». Он отвернулся, возгордился и тем самым стал кафиром Аллаху. Еще шайтан входит в человека через эмоции. Помним рассказ
То есть хадис пророка Мухаммада, который нам поведал Абу Бакр Сиддик, что они стояли, они шли вдвоем, и перед ним предстал мекканский язычник и начал поносить Абу Бакр Сиддика. Говорят, что ты, о, Абу Бакр, ты такой, ты сякой. В это время Абу Бакр Сиддик, склонив голову, стоял и слушал. Мухаммад стоял и улыбался, наблюдал за этим спором и смотрел, как оскорбляет тот человек Абу Бакра Сиддика. После этого Абу Бакр Сиддик, ради Аллаху та'аля анху, не выдержал и сказал: ну ты на себя-то хоть посмотри, ты что меня ругаешь? Мухаммад разозлился и сдвинул свои брови и ушел оттуда быстрым шагом. Через некоторое время Абу Бакр Сиддик, ради Аллаху та'аля анху, догнал его и говорит: о, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, тот человек оскорблял меня, ты смотрел и улыбался. В то время, когда я сказал, что одно слово, ну ты посмотри хотя бы на себя, ты как-то недовольным образом, вроде как бы рассердился и ушел быстрым шагом. Мухаммад объясняет по этому поводу: когда ты стоял, опустив голову, и он оскорблял тебя, и ты молчал, то перед тобой стоял ангел, и каждое его оскорбление хватал и отправлял обратно этому человеку, говоря: да пусть он вернется, это слово твое вернется, оно вернется к тебе обратно, и защищал тебя от этих злословий, этих оскорблений. Но когда ты поднял голову и сказал: ты хоть на себя-то посмотри, друг, в это время Аллах Субхану ва Тааля забрал ангела, сказав, что он сейчас начал защищать самого себя. Он не нуждается в защите. И когда ангел уходит, когда ангел нет рядом с вами, туда подходит шайтан. Пророкам не стоит, говорит он, что стоять в тех местах, где присутствует шайтан. То есть я ненавижу шайтана и говорит, что я не буду стоять там, где пребывает шайтан. Интересен еще один случай, как шайтан подходит и вводит склоку между двумя друзьями и разъединяет их. Жили когда-то слепой и глухой. Это история. И вот один раз шайтан, они были такими друзьями, они очень дружили и очень поклонялись Аллаху, постоянно пребывали в храме, то есть в мечети. И шайтан подходил и справа, и слева, и спереди, и сзади, желая разлучить их, рассорить, но не получалось. В это время проходила женщина, и шайтан ходил очень такой задумчивый около дверей мечети. Женщина спрашивает: ты кто? Он говорит: я шайтан. Ты, говорит, что хочешь? Я, говорит, хотел там зайти в мечеть и разлучить вот этих двух друзей, слепого и глухого, но они такие богобоязненные, что я не могу их разлучить. Она говорит: одну минуту, что ты мне дашь за это? Шайтан говорит: золотые ячейки подарю, если ты разлучишь их. По рукам, по рукам. Женщина зашла в мечеть, подошла к глухому поближе и погромче, чтобы слепой услышал, сказал: вот тебе 50 рублей. Это милостыня. Половину тебе, а половину слепому отдашь. И ушла. Через некоторое время слепой заерзал и начал беспокоиться, и начал обращаться к глухому. Он говорит: она-то тебе оставила 50 рублей, давай поделись, половину-то мне. Он говорит: она мне ничего не оставляла. Да, хоть ты и слепой, говорит, я, но ведь я услышал, как она сказала, что вот 50 рублей, половина твоих, половина моих. Нет, говорит, не было такого. Нет, было, нет, не было. И два друга рассорились. После этого женщина подходит к шайтану, и шайтан издалека на длинной жердочке дает ей вот эти золотые ячейки. Она говорит: ты что, издеваешься так издалека мне суешь на длинной жердочке, на длинной палочке? Он говорит: я боюсь,
ты сделала то, что я не смог сделать, разлучить друзей. Хотя эта история, интересная история, но очень поучительная, что иногда бывают такие люди, внутри которых сидит такой шайтан, что он наущает людей, совершает васвасе, наущение, и разлучает друзей, и разлучает близких, жен с мужьями, мужей с женами, детей с родителями. Из-за этого Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Куль а'уду би раббин наси, маликин наси, илахин нас, мин шаррил васвасил ханнас». Прибегай к Господу людей, к Аллаху от наущения ханнаса. Аллади юасвису фи судурин нас. Этот ханнас, так называемый, он создает васваса, наущение, он внедряет сомнения в сердца людей. Кто же такой ханнас? Они бывают миналь джиннати ван нас, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Бывают шайтаны, которые в обличии людей или в обличии джиннов. Если это джин, он как будто тебе подсказывает. Если это в обличии человека, он напрямую к тебе подходит и начинает тебя вселять тебя в сомнение и сбивать тебя с пути. Есть такие моменты у шайтана, когда он вызывает очень сильную эмоциональность. То есть у него очень много таких дорог, чтобы сбить человека с прямого пути. Об этом нужно каждому мусульманину знать. А как же уберечься и как узнать эти дороги? Нужно читать сиру пророка, его мораль и нравственность. Как Мухаммад ﷺ держал себя в тех или иных ситуациях, когда его оскорбляли, когда его били, когда с ним спорили, или в других и подобных ситуациях. Мы изучаем и противостоим, учимся противостоять наущениям шайтана, которые бывают из среды людей или из среды джиннов. Да убережет Аллах нас от зла наущения шайтана и зла фитны, смуты, даджджала, который будет сбивать людей. И просим Аллаха, чтобы Он уберег от всего этого зла. Говорим: «Ауду билляхи минаш шайтанир раджим». И просим у Аллаха, чтобы Он нас ввел в сады благодати, называемые рай, в числе праведников, вместе с пророками, и чтобы мы были вместе с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, в джаннате, в раю, в наивысших слоях, в слоях Фирдауса, и созерцали лик Всевышнего Аллаха. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабнар. Аллаху акбар.